Участники и гости торжественного вечера публичного акционерного общества акционерной фирмы художественных промыслов «Сардана». Полувековая история предприятия, целая эпоха, вместившая в себя множество надежд, достижений и побед. Фирма прошла большой путь становления, поисков, реализации новых идей, укрепления кадрового потенциала и обновления материально-технической базы. Фирма «Сардана» сегодня является одним из ведущих предприятий художественных промыслов Дальневосточного региона. Благодаря высокому профессионализму, отличному качеству изделий, продукция известна не только в Якутии, но и далеко за ее пределами. 50 лет. Это славная история, крепкая, настоящая и твердая уверенность в завтрашнем дне. На праздничную сцену для приветствия участников и гостей приглашается генеральный директор акционерной фирмы художественных промыслов «Сардана» Варвара Семеновна Андреева. Дорогие наши ветераны, работники акционерной фирмы художественных промыслов «Сардана» и наши почетные гости сегодняшнего юбилейного торжества. Сегодня для всех нас, собравшихся в этом уютном зале, особый торжественный день. Мы собрались отмечать золотой юбилей нашего предприятия. Урой болун, айкал болун, Сардана акционерной фирма. Лет назад, 1 декабря 1969 года, выходит приказ за номером 1 по сувенирной фабрике «Сардана», подписанный первым директором фабрики товарищем Студенцовым Всеволодом Ивановичем. Это предприятие получило название «Якутская экспериментальная фабрика художественных промыслов и сувениров Министерства местной промышленности Якутской АССР». Создание нового предприятия имело большое историческое и социальное значение в возрождении и развитии искусства народных художественных промыслов в нашей республике. Это было проявлением и заботой государства о сохранении культуры и традиций народов, живущих на огромной территории Советского Союза. При этом действительно можно вспомнить слова великого Ленина: когда схлынут заботы, народное искусство расцветет во всех концах нашей страны пышным цветом и поразит своими масштабами весь мир. На первой республиканской конференции по якутскому народному и декоративно-прикладному искусству, состоявшейся в городе Якутске в 1965 году, сотрудниками Всесоюзного научно-исследовательского института художественной промышленности Каплан, Метлянской и Карахан, был поставлен вопрос об организации специализированного предприятия по массовому производству сувениров и предметов народных промыслов. И вот в течение 50 лет фабрика «Сардана» достойно выполняет эту прекрасную миссию как ведущее предприятие народных художественных промыслов республики. От квалификации и профессионализма руководителей, специалистов на любом предприятии зависит успех дела и развитие производства. В разные годы директорами фабрики работали опытные, известные в республике люди. При этом каждый директор внес свою лепту в становление предприятия.
предприятия. Из воспоминаний первого директора Студенцова Всеволода Ивановича: в то время для только что созданной фабрики выделили ветхий дом на улице Хабарова. Мы начали работу, как говорится, в военных условиях. На прилавках магазинов появились первые изделия собственного изготовления – унты и сувенирная продукция. В то время унты женские стоили 37 рублей 10 копеек. Можно было свободно купить в магазине. С 1971 по 1973 годы директором фабрики работала Платонова Агита Гаврилевна. За короткий срок времени Агита Гаврилевна добилась строительства и ввода 12-квартирного двухэтажного деревянного дома для работников фабрики. Впервые при ней было закуплено и привезено из самой Чехии 3 тонны бисера, которым фабрика работала свыше 10 лет. Макаров Николай Николаевич, заместитель министра местной промышленности Якутской АССР с 1966 по 1973 годы, проработал директором Якутской экспериментальной фабрики «Сардана» 3 года. За годы его руководства была налажена работа ювелирного цеха, увеличился в разы выпуск ювелирных изделий в национальном стиле, начали производство хомуса, увеличили выпуск унтов с вышивкой бисером. Отдельно открыли вышивальный цех. В то время инженером по снабжению и сбыту работал первый директор Студенцов Всеволод Иванович. И он даже добился того, чтобы товары фабрики «Сардана» продавались в центральном универмаге города Москвы. И фабрика принимала активное участие на выставках ВДНХ и во всемирной выставке в Японии в городе Осака. При его директорстве началось строительство двухэтажного основного корпуса фабрики в каменном варианте. С 1976 по 1980 год директором работал Захаров Рафаил Иванович. Рафаил Иванович был талантливым руководителем и организатором. Нынешнее каменное здание было достроено и введено в эксплуатацию при его директорстве. Тамтосов Владимир Александрович работал директором фабрики с 1981 по 1983 годы. Он был прекрасным организатором культурно-массовых мероприятий в коллективе. При нем также был построен 12-квартирный жилой дом для работников фабрики. Историю человечества вершат отдельные личности. Так и в истории нашей фабрики огромную роль в ее кардинальных переменах, развитии и изменении ее судьбы, сохранении ее устоев и тем самым внесли огромный неизгладимый свет. Это Спиридонов Иван Петрович. Директор фабрики «Сардана» с 1984 по 2002 год, председатель Совета директоров акционерной фирмы художественных промыслов «Сардана» в течение 10 лет. Кавалер орденов «Знак почета», «Дружбы народов», заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный работник народного хозяйства Якутской АССР, почетный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации, почетный гражданин города Якутска, Мегино-Кангаласского и Нюрбинского улусов. Иван Петрович – человек-легенда
для поколения работников фабрики 80-х, 90-х годов и пример для подражания, уважения нынешнего коллектива фабрики Сардана. За 18 лет руководства Иваном Петровичем фабрика из небольшого полукустарного производства превратилась в крупное промышленное предприятие республики с общим количеством работников до 370 человек и 4 крупными производственными цехами. За эти годы улучшилась материальная и техническая база предприятия, введены в эксплуатацию 3 пристроя для производственных участков общей площадью 1620 квадратных метров, оснащенные японским оборудованием. Построены новые складские помещения площадью 510 квадратных метров, новая котельная, якутский балаган для проведения деловых встреч и проведения различных культурно-массовых мероприятий, введен 12-квартирный благоустроенный жилой дом для работников предприятия. Фабрика достигла значительных финансово-экономических результатов, улучшила ассортимент и качество выпускаемых изделий, укрепился авторитет предприятий в республике, в России, стали принимать участие в зарубежных выставках. Изделия фабрики Сардана стали заслуженно пользоваться успехом и спросом населения республики. Улучшились социально-бытовые условия и материальное благосостояние работников фабрики. Давайте поблагодарим Ивана Петровича. Иванова Евдокия Васильевна, заслуженный экономист Республики Саха-Якутия. Свою трудовую деятельность Евдокия Васильевна начала в нашей фабрике в 1978 году после окончания Новосибирского института кооперативной торговли и проработала на нашей фабрике 18 лет. Начав в качестве нормировщика, выросла до вице-президента по производству и экономике фирмы Сардана. Евдокия Васильевна много сил, знаний и профессионализма вложила в проведение приватизации и преобразование фабрики в акционерное общество, установление внешнеэкономических связей предприятия с зарубежными партнерами. Сегодня время показало, что в свое время Иван Петрович, Евдокия Васильевна и Любовь Васильевна Тен вместе с Анатолием Семеновичем Николаевым выбрали смелый, рискованный, но правильный шаг, благодаря которому фабрика благополучно выжила в условиях рыночных отношений. Халымарова Матрена Иннокентьевна, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Матрена Иннокентьевна работает в бухгалтерии фабрики с 1976 года. Это получается сколько? Свыше уже 40 лет. Давайте похлопаем. Благодаря ее четкой, грамотной и требовательной работе я как руководитель полностью спокойно за правильный материальный учет дорогого сырья на огромную сумму. Вместе с мужем Гаврилом Гавриловичем у Матрены Иннокентьевны общий трудовой стаж на нашей фабрике составляет свыше 75 лет. И сегодня она продолжает свою работу, ведет свой учет и делится своим огромным багажом знаний и опытом с молодыми коллегами. Сивцева Матрена Гаврилевна,
заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия, кавалер ордена «Знак почета». Матрена Гаврилевна проработала на фабрике 31 год. С именем этой талантливой, самобытной женщины история фабрики Сардана будет связана на века. Она оставила свой след своими прекрасными узорами, орнаментами, которые и по сей день украшают обувь, которую производит наша фабрика. Поблагодарим, дорогие. Максимова Татьяна Федоровна проработала на фабрике начальником отдела кадров свыше 20 лет. Долгие годы возглавляла профсоюзную работу. Трудно переоценить ее роль в подборе, расстановке кадровых вопросов за эти годы. Особая благодарность Татьяне Федоровне за составление и редактирование за все эти годы памятных изданий и каталогов фабрики Сардана, которые для всех нас и по сей день как настольные книги. История фабрики Сардана – это прежде всего люди, которые стояли у истоков создания, развития и процветания за долгие 50 лет. И сегодня в своем небольшом докладе я просто не смогу перечислить заслуги всех ветеранов и людей, которые внесли свой личный вклад в развитие производства в разные годы. За эти годы успех и развитие производства обеспечивали теплые руки мастериц, швей, наделенных природной самобытностью и талантом, которые посвятили полностью свою трудовую деятельность нашей фабрике. Романова Ирина Яковлевна, Тимирдяева Екатерина Дмитриевна, Жиркова Галина Георгиевна, Сивцева Матрена Гаврилевна, Явловская Татьяна Макаровна, Федорова Татьяна Павловна, Макарова Мария Федоровна, Стручкова Раиса Петровна, Прокопьева Матрена Николаевна, Христофорова Мавра Дмитриевна, Мартананова Марина Иннокентьевна, Маркова Татьяна Дмитриевна, Борисова Варвара Романовна, Макарова Нина Николаевна, Наговицына Татьяна Егоровна, Макарова Марфа Николаевна, Поздняк Элла Борисовна, Георгадзе Лиана Стакуновна, Ишимова Раиса Афанасьевна, Марина Елена Егоровна, Бачурова Мария Гаврилевна, Ступницкая Наталья Гавриловна, Трунина Оксана Григорьевна, Соловьева Надежда Сидоровна, Кирцина Роза Марковна, Семенова Гучьера Дмитриевна, Платонова Юлия Николаевна. Давайте поблагодарим наших дорогих ветеранов. Надо отметить, что начинали свой трудовой путь в стенах фабрики теперь уже известные, но именитые люди республики, такие как Константин Меркурьевич Мамонтов, Косторец, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Федор Иванович Марков, Косторец, народный художник Республики Саха, Юрий Васильевич Спиридонов, живописец, заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Республики Саха, Гоголев Александр Николаевич, народный художник Республики Саха-Якутия, заслуженный деятель искусств Республики Саха. Работали косторезами братья Александр и Иван Заболоцкие, художник Екатерина Заболоцкая,
ювелиры Егоров Лука Митрофанович и Захаров Иван Алексеевич. И в настоящее время они все возглавляют свои частные предприятия по выпуску ювелирных и сувенирных изделий. Давайте мы ими гордимся. За последние 15 лет фабрика благополучно прошла тернистый путь рыночных отношений. Это были годы выживания, годы развития и расширения производства, годы подъема и, к сожалению, годы спада. Но все это сегодня уже история, все это жизнь людей и отдельных поколений работников фабрики Сардана. Начиная с 2004 года руководством фабрики проводилась работа по механизации и автоматизации отдельных производственных процессов, тем самым добились увеличения производительности труда, рентабельности выпускаемых товаров. Были закуплены вышивальные машины из Германии, оборудование и оснащение для сувенирного цеха и цеха кожаной обуви. Проводится почти ежегодно обновление, перепланировка и ремонт производственных цехов с целью улучшения условий труда и создания соответствующих новым стандартам и требованиям рабочих мест. Обратно выкупили пристрой, который был продан вынужденно в 1995 году компании Нижнеленская, тем самым увеличили производственные площади. В 2016 году запустили в работу свой морозильный склад для хранения камушев. В 2017 году на третьем этаже выкупленного пристроя оборудовали холодильник для хранения меховых изделий от населения. В 2018 году провели капитальный ремонт цеха выделки с запуском нового оборудования из Китая. Все это потребовало капитализации значительных денежных средств. За эти последние 15 лет выпущено унтов 63 тысячи пар, торпазов 56 тысяч пар, меховых изделий на сумму свыше 400 миллионов рублей, сувенирных изделий на сумму свыше 53 миллионов рублей. В настоящее время на предприятии трудится устоявшийся коллектив в количестве 90 человек. Работает 5 основных цехов. На сегодняшний день коллектив фабрики помолодел. Средний возраст составляет 38 лет. А для сравнения, например, в 2010 году средний возраст работников нашей фабрики составлял 48 лет. И называли фабрикой пенсионного возраста. В настоящее время на предприятии слаженно и мобильно работает коллектив молодых специалистов с высшим и средним специальным образованием, умеющие и желающие думать и работать в ногу со временем. Я работаю директором фабрики уже 16-й год. Это, я считаю, немалый срок. Все эти годы я плечом к плечу проработала с моими верными, грамотными, преданными общему делу помощниками и коллегами. И я хочу их всех поблагодарить и перечислить. Тен Любовь Васильевна, заместитель генерального директора по финансам. Любовь Васильевна работает на нашей фабрике свыше 30 лет. Сметанина Сахасталина Егоровна, начальник отдела кадров, бессменный профсоюзный руководитель и незаменимый организатор всех культурно-массовых мероприятий. Поркин Иван Николаевич, заместитель директора по хозяйственной части. Все ремонтные работы, новостройки, транспортные перевозки, выезды на ярмарки, ИСЭФ и природу проходят под руководством и контролем Ивана Николаевича.
Сергей Николаевич, главный инженер, энергетик, наладчик и системный администратор и основной мозг фабрики вот уже 15 лет. Лисянская Валентина Эрденеевна. Валентина Эрденеевна работает на нашей фабрике 28 лет. Из них 14 лет мастером цеха выделки. Это самый тяжелый, самый ответственный участок работы на нашей фабрике. Последние 12 лет Валентина Эрденеевна работает мастером камушного цеха. Человек исключительно честный, ответственный, требовательный и преданный общему делу. Давайте поблагодарим. Кузьмина Валентина Николаевна проработала на фабрике 25 лет. Начинала нормировщицей в отделе снабжения и сбыта, а с 1996 года Валентина Николаевна по 2015 год руководила отделом торговли. Но, к сожалению, Валентина Николаевна переехала далеко в Геленджик и не смогла приехать сегодня. Буслаева Наталья Николаевна проработала 25 лет инженером-технологом. Усилиями Натальи Николаевны в 2008 году мы открыли и запустили в работу цех по пошиву кожаной обуви. Я очень благодарна ей. Наталья Николаевна тоже переехала в Санкт-Петербург и не смогла тоже приехать. Томская Елена Радимировна, мастер мехового цеха. Лена пришла на работу на фабрику в 2002 году молоденькой девушкой. Лена работает творчески и продуктивно, не только как модельер-конструктор, но и как очень организованный, ответственный, требовательный мастер участка. Егорова Мария Михайловна, ведущий художник, разносторонний талантливый человек творчества. Шабасоева Альбина Петровна, мастер цеха кожаной обуви, инженер-технолог по образованию, молодой специалист, инициативный, активный работник. Старостина Александра Геннадьевна, модельер-конструктор обуви, грамотный специалист, выпускница Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна. Лазарева Ярослава Васильевна, дизайнер-модельер, выпускница Санкт-Петербургского университета технологий и дизайна, талантливый дизайнер на сегодняшний день. И хочу сегодня отдельно отметить совместную работу в течение 7 лет с Кривошапкиным Анатолием Николаевичем. Анатолий Николаевич человек очень интересной судьбы, и за последние годы, как говорится, своей трудовой и даже пенсионной жизни он проработал на нашей фабрике. Анатолий Николаевич оказал для фабрики большую неоценимую помощь в качестве экспедитора по международным перевозкам по доставке оленьих камушев из Финляндии в самые сложные годы, когда мы не могли собрать нужное количество камушев у себя в России. Давайте поблагодарим. С 2011 по 2014 год были годами роста предприятия, расширения производства, увеличения выпуска и реализации товарной продукции до 210 миллионов. Но, к сожалению, за последние 5 лет выпуск товарной продукции, начиная с 2015 года, мы вынуждены снижать в среднем на 5-6%. По итогам этого года будет составлять 160 миллионов рублей. Последние 5 лет идет спад продажи выпущенной продукции. По итогам этого года мы планируем выйти на сумму 145 миллионов рублей. Но это, наверное, вы все прекрасно знаете, объясняется тем, что за последние годы
идет тенденция к изменению потребительской корзины каждой семьи, которая диктуется веяниями моды, раскруткой одежды мировых брендов, изменением климатических условий региона, назревшим и продолжающимся мировым экономическим кризисом. И все эти причины, конечно, влияют на результативность работы нашего предприятия. Но сегодня мы живем в очень непростое, но очень интересное время. Время возможностей и личных амбиций, когда все абсолютно будет зависеть от желания, профессионализма, знания и конкретных целей, возможностей каждого человека. В этих условиях частное предприятие имеет больше шансов на существование и выживание в условиях рыночных отношений. И заканчивая свой доклад небольшой, я хочу отметить, за всем, что мы создали за эти годы, что преодолели, реализовали и воплотили, стоят, конечно, люди. Именно их волей, трудом, знаниями, мастерством и профессионализмом создается и развивается наше предприятие. Поздравляю всех сотрудников, ветеранов фирмы Сардана с золотым юбилеем и благодарю каждого, кто работал и работает в ней, за его вклад в общее дело и успех нашей фабрики. Новых побед и свершений всем нам, дорогие друзья! Земной поклон!